Мне посчастливилось с детских лет попасть в замечательный мир мужества, искренности и благородства. В мир, где высшей ценностью являются не только физическая сила, но и человеческие качества. Школа дзюдо – это уроки взаимопомощи и сотрудничества. Здесь высоко ценятся уверенность в себе, решительность, целеустремленность, терпение, уважение к старшим, к товарищам по команде и к соперникам. До 1914 года в России о дзюдо практически никто ничего не знал. Родоначальником этого вида единоборств у нас в стране стал разведчик Василий Ощепков. Он учился в Японии в прославившемся на весь мир институте Кодакан. Вернувшись на родину в 1914 году, он открыл во Владивостоке первую в России школу дзюдо. В Северную Осетию этот вид спорта пришел значительно позже, в 1981 году. В советское время одной из сильнейших школ дзюдо считалась Курская. В далеких 70-х здесь, в Курске, служил и учился коренной житель станицы Архонская Шамиль Магомедович Абдулаев, который всерьез увлекся дзюдо. Выполнив мастера спорта, он завершает свою спортивную карьеру и в 25 лет возвращается в Осетию. Я приехал сюда в 80-м году и начал потихонечку здесь тренировать в Архонке. Потом в Архонке, Динамо Архонка, вот так можно сказать. Динамо, и потом работал в Динамо, потом потихонечку в 81 году создал здесь тоже школу дзюдо. Никаких не было условий, мы тренировались на этом стадионе, здесь на траве. Потихонечку собирал детей. Тогда этот вид спорта в регионе считался диковинным. За считанные месяцы количество желающих освоить азы дзюдо выросло, поэтому нужно было быстро расширяться. На помощь молодому амбициозному тренеру приходит директор мебельной фабрики Борис Скоков. Он нам предоставил помещение. И мы начали на мебельной фабрике тренироваться, дал помещение. Потом мы еще в другое бомбоубежище перешли, сделали там ремонт. Вот, и там начали тренировать. Тогда было очень много детей записалось. Там человек 200-300, наверное, ходило, много групп было. И тогда первая начальная стадия, тогда очень много было. Интересный экзотический вид спорта, японский вид спорта. – 1964 год стал знаменательным для дзюдо. В этом году единоборство было включено в программу Олимпийских игр в Токио. Российские спортсмены сразу стали покорять пьедестал, однако представителю Осетии Олимп покорился лишь 36 лет спустя. Тамерлан Тменов в 2000 году в Сиднее завоевал бронзу, а в 2004 в Афинах – серебро. Он по сей день считается одним из самых титулованных спортсменов России. С тех пор интерес к дзюдо в республике возрос. Открылись новые залы, где воспитанники с юных лет под руководством наставников оттачивают свое мастерство и радуют болельщиков красивыми победами. Сегодня в нашем дзюдо, я считаю, что вот таких успехов, какие успехи есть сейчас, таких успехов у нас еще не было, но я думаю, это все начало. Конечно же, надеемся в ближайшее время увидеть и олимпийского чемпиона. Но чемпионов мира у нас уже есть, просто он называется сейчас чуть по-другому. Начали его назвать Гран-при. Президент Федерации откровенно признается, за своих подопечных болеет как за родных детей. Совсем недавно переживать заставил Аслан Лапинагов, который из канадского Монреаля вернулся с бронзой. Кто бы мог подумать, что один из самых титулованных осетинских дзюдоистов попал в спорт совершенно случайно. Так получилось, что мы жили рядом с залом, с родителями. Переехали туда только. И через наш двор проходили постоянно ребята, там, в футбольное поле бегать летом. И я как-то к ним примкнул. И после бега пошли в зал. И так и начал ходить туда в зал.
Аслан делится, что изначально даже родители не знали о новом увлечении будущего чемпиона. Да он и сам вряд ли понимал, что это всерьез и надолго. Но время расставило все по местам. И вот перед вами уже бронзовый призер канадского гран-при. Хотя на момент записи интервью сам Аслан и не знал, что его ждет в Монреале. С нашей съемочной группой он искренне делился своими планами. Планы у меня грандиозные. Главное, чтобы они получились. Ну, иногда бывает так, что не все получается так, как хочешь, но сейчас вот завтра я уезжаю в Адлер, пока надо несколько дней, предсоревновательная такая подводка уже будет, и оттуда уже поеду в Канаду, Гран-при. Планы у меня, я думаю, понимаете, какие, естественно, выиграть. И после этого уже 1,5 месяца останется до чемпионата мира, и туда подводиться, готовиться, и все, что скажут тренера, буду делать. Дзюдо активно набирает популярность во всем мире. Им занимаются около 20 миллионов человек, из них 8 миллионов в Японии. По числу посвященных дзюдо уступает только футболу. В России залы дзюдо посещают более 300 тысяч человек. Самые популярные из них – президент России Владимир Владимирович Путин. Он, кстати, обладатель 8-го дана Международной федерации дзюдо. Растить победителей – задача не из простых. В нашей республике эта важная роль отведена заслуженному тренеру России, мастеру спорта СССР Алику Ахполатовичу Бекузарову. Его жизнь на протяжении многих десятилетий тесно связана с дзюдо. В жизни повезло, что именно дзюдо захватило по своей. Из всех видов спорта получилось так, что попробовал до этого, конечно же, несколько видов спорта, но потом дзюдо. Дзюдо, которое по сегодняшний день вместе уже 35 лет работаем. Так что великолепный вид спорта. Главный тренер сборной Северной Осетии может гордиться целой плеядой звездных воспитанников местной школы. Однако на этом команда наставников останавливаться не планирует. Впереди у сборной важные старты, набор рейтинговых баллов перед Олимпийскими играми и, конечно, чемпионат мира в Токио. Тяжелый, конечно, чемпионат мира будет. Япония перед Олимпийскими играми, наверное, в тех же сооружениях, где будет Олимпиада, там же будет мир проводить. Поэтому нелегкий будет чемпионат мира. Как сейчас я уже общался с тренерами, Аслан должен бороться в весовой категории на мире 81, Хубетов в команде должен бороться, а Тасоев должен в своем личном бороться. Так Тасоев еще и будет в команде бороться. Поэтому все очень интересно. Европейские игры 2019 в Минске. Безоговорочная победа Инала Тасоева в полуфинале, и вот он уже в шаге от золота. Но в финальной схватке удача оказалась на стороне оппонента – опытного грузинского дзюдоиста Гурама Тушишвили. Тасоев, конечно же, рассчитывал на золото. Поэтому поражение не могло не расстроить нашего спортсмена. Хотя, по словам экспертов, для 21-летнего атлета серебро на континентальных играх – амбициозная заявка на лидерство в мировом рейтинге. Теперь на сильные плечи осетинского дзюдоиста ложится дополнительная моральная ответственность на предстоящем чемпионате мира. Хотя для него каждая схватка важна одинаково, будь то чемпионат России или Кубок Европы. Спокойствие, сосредоточенность на борьбе и четко выработанная тактика – вот его формула успеха. Спортсмены говорят, у меня мандраж. Я не ощущал этого никогда. У меня бывают одни эмоции. Просто выйти и побороться, получить удовольствие от схватки, больше ничего. Это самое главное. Не важно, выиграешь ты или проиграешь. Главное, вот эти эмоции, которые ты получишь во время этой схватки. Какой прием ты проведешь, как ты это сделаешь, какую тактику ты применишь. Мне кажется, это важно. Единоборства всегда были очень популярны на Кавказе, в республике, где национальным видом спорта считают вольную борьбу, дзюдо не сдает позиций.
Кстати, сам Инал на татами перешел с борцовского ковра, сменив трико на кимоно. Мне кажется, в вольной борьбе присутствует очень много физики, физическая сила. А дзюдо это у тебя очень хорошо должна работать голова. Это мышление, ты должен опережать мысли. Это такой вид спорта, где может и не присутствовать физическая сила. Ты можешь обыгрывать своих соперников быстрым мышлением, одним словом. Чтобы стать победителем, мало желания и даже таланта. Из сотен перспективных ребят свое имя в историю спорта впишут только самые целеустремленные и трудолюбивые. Через труд, только через труд. Самое главное упорство, и вот в упорном труде рождается всегда, цель всегда достигает своих. Человек, когда он именно в голове уже себе отложил эту мысль и идет к этой цели, только через упорный труд. А так, талантливых ребят очень много, но многих сгубила их лень. Вот эта лень, которая в человеке есть, присутствует, надо перебороть. Поэтому только упорный труд, я думаю, может достичь высоких результатов. Дзюдо – целая философия. Ее изучали великие мастера других стилей единоборств. Морихей Уэсиба, основатель айкидо, Мицуо Маеда, создатель бразильского джиу-джитсу. Более того, дзюдо занималась и жена великого мастера Дзигара Кано. Именно ей женское дзюдо обязано своим рождением. В России состязания среди представительниц прекрасного пола проводятся с 1987 года. И с каждым годом желающих выйти на татами становится больше, а начинающие спортсменки теснят на пьедестале опытных соперниц. В Северной Осетии с девушками работают несколько тренеров. Один из них – Виталий Хугаев, который на татами в качестве наставника уже более 20 лет. У наших девочек очень большой потенциал, потому что все девочки, которые борются, они с характером. То есть у них есть характер, у них есть желание побеждать. И с этим потенциалом у нас получается на Кавказе самая хорошая команда, одна из сильнейших команд. Есть с кем работать, есть девочки очень хорошие, которые даже могут попасть на Олимпиаду. Одна из основных претенденток на участие в Олимпиаде – перспективная и амбициозная юниорка Мадина Таймазова. Дзюдо покорила юную спортсменку с первой тренировки. Теперь она покоряет пьедесталы международных турниров. И несмотря на все трудности, оставлять спорт и останавливаться на достигнутом не собирается. Задумываешься иногда, что сложно, иногда хочется все бросить, конечно, но ты потом задумываешься, что тебя никто не заставляет, ты это делаешь для себя, для своего народа, для своих близких, родных, то есть и все сомнения, все тягости, они отпадают, остаются позади. Как и любой спортсмен, Мадина мечтает об олимпийском золоте. И шансы побороться за него, судя по всему, есть. Когда мы записывали это интервью, наша спортсменка готовилась к летней универсиаде в Неаполе. На итальянском татами ей удалось завоевать серебряную медаль в командном зачете. Еще один молодой, яркий представитель осетинской школы дзюдо – 20-летний Георгий Елбакиев. На этих кадрах он проводит финальный поединок на Кубке Европы, который проходил в Австрии. Буквально через считанные секунды он станет победителем этого престижного турнира. Георгий Елбакиев попал в дзюдо тоже по счастливой случайности. Будучи учеником начальных классов, по дороге в школу он встретил своего первого тренера. Тот предложил мальчишке вечером прийти на тренировку. Годы спустя оказалось, что эта встреча была судьбоносной. Сегодня Елбакиев имеет все шансы попасть в олимпийскую обойму. Я пришел в зал, мне тренер сразу кимоно дал. Я влюбился в первый же день в этот спорт, и до сих пор у меня большая любовь. Я очень сильно люблю этот вид спорта, так скажем, и до сих пор я не устал от этого вида спорта, занимаюсь целыми днями, я не устаю. Молодой дзюдоист уже обладает своим фирменным стилем, не уступает ни сантиметра татами, чаще атакует и борется, как говорит сам Георгий, по-осетински. В этом виде спорта он находит много общего с культурой родной Осетии. Этот спорт научит уважению. Также в Осетии меня учат уважению, всю жизнь меня учат уважать ближнего, уважать соперника, уважать старших, все такое. И
Вот и вся особенность. Воспитание юных чемпионов – задача ответственная. Только опытный и всем сердцем преданный своему делу человек может с ней справиться. Эдуард Зуцев в дзюдо около 20 лет. В тренерскую деятельность его привело желание реализовать то, что не получилось в статусе действующего спортсмена. И, конечно, любовь к детям, талантливым и перспективным. Вообще дети очень одаренные в плане спорта. Именно я говорю сейчас за дзюдо. То есть дети талантливые, дети стремятся к чему-то, хотят достичь каких-то результатов. Ну и желание огромное. И по сравнению, вот, допустим, ездим часто в другие регионы, честно говоря, у нас намного дети, они от природы и крепче физически, и где-то и психологически они на порядок покрепче. Дзюдо – уникальный вид спорта, который вобрал в себя дух и доблесть воина, говорят тренеры и атлеты. Помимо физических данных, на татами борец должен быть умен, хитер и крайне проницателен. Дзюдо, как шахматы, просчитывать нужно каждое действие. В противном случае поражения не избежать. Один неправильный шаг, и соперник может за доли секунды провести подсечку или эффектный икон. Дзюдо хранит вековые традиции и кодекс чести самураев. В нем содержится много понятий о человеческом достоинстве и взаимоуважении. Например, поклон, которым спортсмены приветствуют друг друга, имеет глубокий смысл. Так спортсмен выражает готовность подчиниться правилам дзюдо, сохранять его дух и честно бороться в схватке. Путь к заслуженным наградам в любом виде спорта тернист, и каждый имеет свой собственный характер и почерк. Дзюдо воспитывает не только физически, но и духовно, является искусством самосовершенствования. Оно зародилось в стране восходящего солнца, а столетия спустя прижилось и у нас в регионе. Остинские спортсмены входят в мировой рейтинг-лист Международной федерации дзюдо. У нас есть чемпионы универсиад, Европы, мира и дважды призеры Олимпиады. Тенденция к победам стремительно набирает обороты. Амбициозности наших ребят могут позавидовать даже японцам. А значит, в ближайшем будущем появится первый в спортивной истории республики олимпийский чемпион по дзюдо.